Добрый вечер. Сегодняшний обзор мы посвятим тому, как рождаются настоящие партии. Не просто нарисованные на бумаге для Министерства юстиции, а настоящие на региональном уровне и для каждой конкретной ситуации. Речь идет о законе о статусе столицы Республики Коми, который депутаты Государственного совета Республики обсудили на своем последнем заседании на прошлой неделе. В процессе обсуждения законопроект выявился настоящим парадоксом. Наталья Хозяинова, глава Сыктывкара, представляя законопроект, обращаясь к депутатам, обратила внимание, что его поддержали практически все фракции, другие партии, ученые и общественные организации. И действительно, в процессе обсуждения ни одного депутатского голоса против принципиально не прозвучало. Но когда начались выступления, начали обращать внимание и на нюансы самого законопроекта, и прежде всего депутаты от Ухты Александр Гайворонский и Вячеслав Завальнев. Для того, чтобы понять, в чем заключается их замечание, я приведу небольшую цитату из самого законопроекта. Финансирование затрат, связанных с осуществлением функций столицы Республики Коми, обеспечивается в том числе за счет межбюджетных трансфертов, предусмотренных отдельной строкой в законе Республики Коми о республиканском бюджете на очередной финансовый год и плановый период. И вот что сказал Александр Гайворонский. Все-таки более плотно и мэрия Сыктывкара, исполнительная власть, безусловно, законодательная власть, мы тоже имеем такое право, работали с бизнесом, и чтобы Сыктывкар был привлекательным для людей, и нагрузка не увеличилась на бюджет из-за того, что люди сюда приезжают. Вот. А этот бюджет формировался за счет этих людей и за счет бизнеса, который сюда приходит. А Вячеслав Завальнев, в свою очередь, обратил внимание, что Ухта платит в год 39 миллиардов рублей налогов. Примерно в 2 раза больше Сыктывкара, но однако молчит, потому что понимает, что есть и другие города и районы в республике. И в этом случае они, депутаты, регулярно употребляли слово «внутриреспубликанская бюджетная конкуренция». И еще, сказал Вячеслав Завальнев, Сыктывкар единственный получающий федеральные средства на ремонт дорог. Все при этом ссылались на позицию главы Республики Коми, который, дескать, на февральском заседании правительства в этом году поддержал законопроект. Но Владимир Уйба поддержал закон как документ. Всем известны его достаточно напряженные отношения с Натальей Хозяиновой, на отставку которой регулярно намекают в продолжении, как минимум уже целого года. А значит, Владимир Уйба спешку с принятием закона в целом не поддерживает в ожидании возможной отставки таки Натальи Хозяиновой. Ибо с принятием закона действительно возрастает и статус, и финансирование города. А вообще известно, что всякая власть регионального центра – это потенциальный источник конфликта с властью региональной, что доказано именно Сыктывкаром, где, во-первых, такой конфликт был в 2005 году и довольно острый конфликт. Во-вторых, 4 мэра которого имеют за плечами уголовную судимость, причем 2 из них имеют эту судимость именно на почве конфликта с республиканскими властями. Таким образом, главе республики на этом месте нужен 100% свой человек. И все депутаты убеждают в нужности закона, даже проголосовали за него в целом, и вдруг в результате заговора, который возник во внутридепутатском чате, для меня явилось открытием, что такое существует. Через час председатель Сергей Усачев поставил закон на переголосование. Его переголосовали только в первом чтении и отправили на доработку. То есть закон не принят. Скандал. Часть депутатов обратилась в республиканскую прокуратуру с целью проверить председателя на нарушение регламента. Но самое главное, что в процессе этого обсуждения выявились 3 стороны. Сыктывкар, как таковой, Владимир Уйба и условно севера, то есть северные города, которые, конечно же, несут в бюджет значительную часть доходов. То есть выявились 3 реальные партии. Север, юг и варяги. Всего вам доброго.